21 июля под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя Совета безопасности страны уважаемого Эмомали Рахмона состоялось заседание Совета безопасности Республики Таджикистан. В ходе заседания Совета безопасности предметом обсуждения был вопрос обострения ситуации на государственной границе Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан в южной части Горно-Бадахшанской области. С учетом обострения политической ситуации в этом регионе глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил членам Совета безопасности Республики Таджикистан, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению государственной и национальной безопасности в приграничном районе Таджикистана и Афганистана. Глава государства наряду с укреплением государственной границы также поручил уделить особое внимание предотвращению нарушений законов на государственной границе, в том числе транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков. Также были даны конкретные поручения по укреплению обороноспособности государства, усилению защиты государственной границы, повышению уровня боеготовности войсковых частей и улучшению их материально-технического обеспечения, укреплению военной дисциплины, повышению морального духа, патриотизма, ответственности и профессионализма защитников рубежей страны, сотрудников судебных, военных и правоохранительных органов. 21 июля 2020 года в столице страны, городе Душанбе, с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялась церемония сдачи в эксплуатацию дворца тенниса и комплекса водных видов спорта в Душанбе. Во дворце комплекса лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале снял полотно символической доски и дал старт деятельности этого современного спортивного объекта. Следует отметить, что дворец тенниса и комплекс водных видов спорта в городе Душанбе являются одними из крупнейших спортивных комплексов в стране. Спортивный комплекс построен за счет средств бюджета города Душанбе на площади 10 гектаров. Проектирование и строительство комплекса были начаты еще в 2012 году, а ход его строительства находился под непосредственным контролем президента страны. Заказчиком объекта является исполнительный орган государственной власти города Душанбе, а его проект был разработан обществом с ограниченной ответственностью Ростов-Гипрошахт Российской Федерации. В создание комплекса внесли вклад отечественные компании «Стройкомплекс», «Марв Сохтмун», «Абдусалмон», «Асфальтобетонный завод» и «Нури Хамадон». В целом опытные специалисты, 15 отечественных и 5 зарубежных компаний. В спортивном комплексе на строительно-монтажные работы было привлечено более 500 местных жителей, и все работы выполнены на высоком качественном уровне. Со сдачей в эксплуатацию этого комплекса постоянными рабочими местами обеспечены более 200 человек. После открытия объекта глава государства вместе с председателем города ознакомились с условиями и возможностями дворца тенниса и комплекса водных видов спорта. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что спортивный комплекс состоит из дворца тенниса на 3000 посадочных мест, подземной парковкой на 300 автомобилей, дворца различных видов водного спорта на 2500 посадочных мест, открытого плавательного бассейна на 300 посадочных мест и 27 лифтов, а также рядом с ним построены 8 открытых теннисных кортов, каждый из которых имеет 1000 посадочных мест. Одним из крупных сооружений комплекса является дворец различных водных видов спорта. Ознакомление главы государства началось с него. Дворец различных водных видов спорта создан на площади более 20 тысяч квадратных метров и состоит из 3 этажей, а высота объекта равняется 27 метрам. Дворец имеет около 2500 посадочных мест для зрителей. В подвальном помещении находится раздевалка на 1800 зрителей, а также технические кабинеты. На первом этаже расположены 4 плавательных бассейна, в том числе бассейны для прыжков в воду, плавания, упражнения, аквааэробики, синхронного плавания и водного поло, и все они построены в соответствии с мировыми нормами. На втором и третьем этажах расположен зал для проведения пресс-конференции на 130 мест, 2 тренировочных зала, раздевалки и комнаты отдыха спортсменов, административные кабинеты, 6 кафе, 9 лифтов и другие необходимые объекты. Бассейны комплекса предназначены как для тренировок для желающих, так и для проведения республиканских и международных соревнований, в том числе и олимпийских игр. Во дворце различных водных видов спорта имеется современное плавательное оборудование, а плавательные бассейны во все времена года обеспечены теплой водой температурой до 26 градусов. Инженерную систему объекта составляет современное оборудование и аппаратура производства зарубежных стран. В этом комплексе от 7-летних детей до взрослых могут заниматься тренировками, потому что здесь имеются бассейны глубиной от 0,7, 1,5-3 до 6 метров. Дворцы и другие объекты этого
комплекса украшены в синий, похожим на чистую воду цвет, что является символом того, что Таджикистан – страна прозрачных вод и инициатор решения водных проблем мира. После ознакомления с условиями тренировок и упражнений, проведения мероприятий водного спорта, лидер НАЦ, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, посетили другой объект комплекса – открытый плавательный бассейн. Рядом с комплексом различных водных видов спорта также для оздоровления и охвата плавания молодежи и подростков построен открытый плавательный бассейн, который предназначен для проведения водных состязаний в летнее время года. Открытый плавательный бассейн создан на общей площади 8000 квадратных метров высотой 17 метров, имеет 300 посадочных мест. Данный объект предназначен для проведения 4 видов водного спорта, в том числе прыжков с трамплина высотой 1, 3, 5, 7,5 и 10 метров, заплыва на дистанции 25 метров, женские и мужские водные пола. Открытый плавательный бассейн также создан в соответствии с современными требованиями, и в нем имеются все необходимые условия. Проект комплекса согласован с Международной федерацией водного спорта. На объекте установлена система необходимых сетей в соответствии с требованиями ФАЙНа, Международная федерация плавания, и ITF, Международная федерация тенниса, для проведения соревнований международного уровня. Следует отметить, что специалисты Международной федерации плавания и Международной федерации тенниса непосредственно наблюдали за ходом проектных и строительных работ, и для того, чтобы комплекс отвечал требованиям международных стандартов, давали полезные рекомендации и советы. Результатом этого сотрудничества стало то, что спортивный комплекс построен таджикскими строителями с красивым дизайном, с учетом требований современных стандартов и на высоком качественном уровне. В соответствии с требованиями съемок спортивных игр на вспомогательном объекте комплекса установлено специальное оборудование, посредством которого видеозаписи внутренних и международных соревнований будут подключаться к телевизионным каналам. После ознакомления с деятельностью открытого плавательного бассейна глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, осмотрели дворец тенниса, который расположен в отдельном красивом здании. Дворец тенниса состоит из 5 этажей и расположен на площади 40 000 квадратных метров, где имеется 3 теннисных корта, борцовский зал, общий спортивный и тренировочные залы. В 3 теннисных кортах имеется 12 раздевалок для 300 спортсменов, 4 спортивных зала со всем современным оборудованием, зал для проведения пресс-конференций на 120 человек, кафе и 10 лифтов. На 2-м этаже дворца тенниса имеются залы для мини-футбола, настольного тенниса, волейбола, баскетбола, борьбы, бодибилдинга, аэробики, гимнастики и другие места для упражнений и тренировок. Строительство и сдача в эксплуатацию дворца тенниса и комплекса водных видов спорта является ценным подарком лидера НАЦ, уважаемого Эмомали Рахмона, молодежи страны и одним из крупнейших юбилейных объектов исполнительного органа государственной власти города Душанбе во имя достойной встречи великого национального праздника – 30-летия государственной независимости. Спортсмены, представители и счастливой молодежи страны выразили благодарность главе государству за такое дальновидное начинание создания крупного комплекса, обеспечения всем необходимыми условиями для упражнений и тренировок. В одной части спортивного комплекса построено 8 открытых теннисных кортов площадью 5500 квадратных метров для соревнований различных уровней и тренировок спортсмена. С учетом того, что новый спортивный комплекс отвечает международным требованиям, появилась возможность для проведения соревнований не только республиканского, но и регионального и мирового уровней в дальнейшем. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, после сдачи в эксплуатацию объекта и полного ознакомления с созданными в нем возможностями во дворце тенниса выступил с речью в присутствии представителей молодежи, подростков и спортсменов страны. Вначале лидер нации поздравил молодежь страны и жителей столицы с открытием этого крупного спортивного объекта. Глава государства дал высокую оценку качеству строительных работ и выразил благодарность строителям комплекса за их добросовестный труд. Благодаря сдаче в эксплуатацию дворца тенниса и комплекса водных видов спорта в Душанбе благоустроился еще один уголок столицы нашего дорогого государства. Дизайн комплекса и современное осветительное оборудование превратили этот уголок столицы в прекрасный уголок. Следует отметить, что за последние 3 года на основе указаний поручений главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, и благодаря созидательным начинаниям председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в столице исполнительным органам государственной власти, министерствами и республиканскими ведомствами
Предпринимателями и инициаторами были построены и сданы в эксплуатацию более 250 спортивных и детских игровых площадок на общую сумму более 205 миллионов самани. Наряду с этим в городе Душанбе по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе строится крупнейший в стране стадион на 30 тысяч посадочных мест, что станет лучшим подарком во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости страны. После полного ознакомления с объектом глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку рабочим за качество строительных работ и дал указания поручения руководству исполнительного органа государственной власти города Душанбе для эффективного и целевого использования спортивного объекта и дальнейших работ по благоустройству. Во всех селениях и джаматах города Канибадам Сагдийской области к предстоящим знаменательным датам активным ходом продолжаются созидательные работы по сооружению и сдаче готовых объектов различного назначения. Кроме того, при поддержке исполнительного органа государственной власти во всех селениях города были проведены работы по асфальтированию автомобильных дорог. Наравне с развитием дорожной инфраструктуры здесь также особо уделяется внимание сооружению среднеобщеобразовательных учреждений, дорожных мостов, птицеводческой ферме, центра обслуживания, современных бань, салонов красоты и национальной чайханы. В целях достижения одной из поставленных целей послания лидера нации парламенту страны по снабжению чистой питьевой воды и реализации постановления правительства Республики Таджикистан для обеспечения населения питьевой водой предпринимаются все необходимые меры. Обеспечение питьевой водой населения и улучшение социального статуса страны являются одним из основных направлений государственной политики правительства, которая осуществляется в рамках созидательных работ. В этом контексте в сельских джаматах селения Балхоби Муминабадского района Хатлонской области после сооружения вертикальных скважин общей сложности множества хозяйств были обеспечены чистой питьевой водой. Вода является главным источником жизни Вселенной. Именно для ее успешной реализации на международной арене со стороны правительства Республики Таджикистан была объявлена стратегическая цель, то есть объявление 2018-2028 годов годами международного десятилетия «Вода для устойчивого развития». Поддерживая данную инициативу, в Хатлонской области особо уделяется внимание по обеспечению населения чистой и безопасной питьевой водой. Для эффективного использования каждой пяди земли жители Пянджского района Хатлонской области предпринимают конкретные меры. Для развития сельскохозяйственной отрасли приусадебные земли близлежащих территорий, организаций и ведомств широко используются для выращивания различных видов угодий. Наравне с развитием сельскохозяйственной продукции здесь также особо уделяется внимание сектору садоводства. По словам специалистов, правильное использование земли позволяет не только выращивать продукцию, но и получать от него ощутимый результат. Нужно отметить, что благодаря приобретению независимости экспорт высококачественных товаров в зарубежные страны дал возможность нашим продуктам попасть на мировой рынок, что способствовало представлению Республики Таджикистан во всем мире, также улучшению уровня жизни населения страны. С
древних времен до наших дней чайные продукты употребляют не только как питье, но и как лекарство. После воды чай является широко используемым и популярным напитком и занимает особое место среди напитков. Следует отметить, что зеленый чай по своему употреблению превосходит черного чая и считается полезным для здоровья человека. Но здесь суждение идет об употреблении чайных пакетиков. Чайные пакетики удобны для кратковременного заваривания. Они быстро завариваются и их легко использовать, чем обычный чай. Чтобы не тратить время, люди часто используют этот вид чая, но не всегда думают о его влиянии на организм. Следует отметить, что в пакетиках используется оставшийся необработанный чай, который имеет низкое качество и отрицательно влияет на жизненно важные органы, особенно на почки и печень. Многие из этих чаев используют искусственную окраску, которая является не тем иным, как обманом. Многие сорта чаев сделаны из старых и бесполезных листьев. В то же время исследования показали, что чайные пакетики, которые часто изготавливаются из синтетических и пластиковых материалов, могут вызывать раковое заболевание. Лучше потерять несколько минут на заваривание обычного листьевого чая в его обычной форме и качестве, чем портить себе здоровье.